Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Екатерина Карпухина. Сегодня гость нашей студии, путешественница, блогер, автор, ведущий и продюсер туристической программы «Отмороженная» Катя Карпухина. Катя, здравствуй! Расскажи, пожалуйста, о своем проекте. Здравствуйте! Мой проект называется «Отмороженная», как вы уже сказали. Я путешествую по Якутии, рассказываю о наших районах, чем они интересны, уникальны, об истории, культуре, туристических маршрутах. У нас всего 34 района. Мы уже успели побывать за 3 года, проект существует уже 3 года, не практически, а в 19 районах Якутии. К сожалению, последний выпуск на YouTube вышел у нас весной прошлого года. Мы взяли цель побывать на крайнем севере, хотя и, в принципе, Якутск тоже относится к территориям крайнего севера, но тем не менее мы здесь считаем, что крайний север — это где-то там, высоко, где Арктика. Мы побывали в Авино-Батантайском, в Оленёкском районе и в Верхнеколымском. Так, конечно, бы хотелось еще ближе к морю. И вот последний наш выпуск был посвящен Оленёкскому району, Дню оленевода. От той командировки у меня осталось такое еще до сих пор морозное чувство, потому что было очень-очень-очень холодно. Вот, в принципе, наверное, все, что я могу рассказать о проекте. Мы вкладываем туда душу, рассказываем о том, как действительно живут наши якутяне сегодня. А когда ждать новый сезон? Как ты сказала, последний выпуск выходил в прошлом году весной. Уже очень скоро. Осталось совсем чуть-чуть. На самом деле нам постоянно пишут подписчики и в Инстаграм, и в Ютубе, спрашивают, когда же, наконец, новый сезон. Чуть-чуть осталось подождать. Уже 15 апреля мы стартуем с новым сезоном, который будет называться «В городе». На этот раз мы взяли цели побывать в городах, которых еще не были. Это Мирный, это Нюрба, это Алдан, Алекминск и Среднеколымск. Мы уже побывали в 3 районах из нижеперечисленных, и у нас остались прям вот такие сильные впечатления, потому что в Мирном я еще не была ни разу, и как бы от богатства, скажем так, этого района я до сих пор пребываю в легком шоке. Было здорово. И получается, уже 15 апреля мы стартуем, и наши подписчики, зрители телеканала НВК Саха, телеканала Якутия-24 смогут увидеть в прямом эфире наши программы. Насколько вообще перспективна Якутия как туристический бренд? Какие районы можно посетить помимо полюса холода? На самом деле, я считаю, очень перспективно в плане того, что у нас действительно очень холодно, у нас экстремальный туризм, мы можем продавать экстремальный туризм. Почему к нам приезжают иностранцы? Потому что они не видят у себя, да, или в странах, которые находятся по соседству, такого контраста вообще температур. У нас же резко континентальный климат, у нас летом очень жарко, зимой очень холодно, и мы можем похвастаться не только полюсом холода. У нас есть замечательные горы Киселяхи, да, это вот тайна, магия, вот что-то такое энергетически сильное. Туда приезжают шаманы, они заряжаются энергией. Люди обычные туда приходят и что-то начинают видеть. К сожалению, меня это обошло стороной, я как-то вот восхитилась красотой, но тем не менее, я могу сказать, что Киселяхи претендуют на это звание. Ленские столбы, это наш бренд, я считаю. Все уже в России должны знать о том, что у нас есть такие красивые ленские столбы, очень похожие, да, на, получается, из «Игры престолов», на стену холода. Это здорово. И помимо этого, каждый район может похвастаться чем-то своим. Каждый раз, когда я приезжаю в новое место, я вижу людей, и люди начинают мне рассказывать легенды, связанные с их местами. Вот в Авино-Батантай я побывала на сакральном месте, да, получается, Эвенков. Мы побывали в природном резервате Урулган-Сис. Авино-Батантайский район — это, скажем так, самый труднодоступный у нас в Якутии. Он очень маленький, но тем не менее, там, на самом деле там большая территория, но передвигаться по этой территории крайне сложно, и многие местные жители никогда не были там, где посчастливилось побывать нашей съемочной группе. Мы тогда, конечно, изрядно поморозились, но тем не менее, те эмоции, которые я получила, и воспоминания, я пока не могу ни с чем сравнить из тех стран, где я уже побывала. А в какой из районов вы бы смогли переехать? Интересный вопрос. На самом деле, когда я была студенткой, я мечтала увидеть полярную ночь, увидеть северное сияние. Кстати, я до сих пор не видела северное сияние. Это вот прямо один из важных пунктов в моем списке туристических мест и вещей, которые я должна попробовать, где я должна побывать. Так вот, я мечтала поехать не учиться, а жить после учебы в Тикси, в Булунский улус. Я думала, что там все-таки
романтика, вот эта вот метель, которая заметает. По вечерам я буду читать умные книжки. Не знаю, у меня до сих пор есть эта мечта. Я побывала в Лунском Улусе, мы сняли хорошую программу, я считаю, про Тикси. И многие, кто бывает в арктических территориях, они приезжают с таким легким разочарованием. Вот как было раньше и как было сейчас. Мы не вкладываем деньги, мы не развиваем. Я на самом деле не придерживаюсь этой теории. Да, действительно, раньше во многих местах было больше развития. Но мы сейчас стараемся работать в этом направлении, и люди там живут, они же живут, почему-то же они там живут до сих пор. Это, наверное, в том числе и какая-то романтическая составляющая. Ну, в общем, у меня была такая романтическая мечта, которая есть до сих пор, возможно, пожить какой-то период жизни, наверное, не всю жизнь, там полгода или год вот в Тикси. Почему нет? А вы себе что-нибудь отмораживали? Да постоянно, каждый раз на самом деле. Когда мы приступили к съемкам нашего второго сезона, мы снимали анонсирующий ролик. И получается, по идее, я должна была в купальнике в центре, так скажем, такой снежной долины находиться с шезлонгом, наслаждаться солнышком, попивать коктейль. Ну, в общем, естественно, все это было сделано не на зеленке, на зеленом фоне, а действительно в реале. Мы выехали в лес, нашли это поле, полянку. И вот я была вынуждена бежать до этой полянки босиком, потому что мы снимали с коптера, нам необходимо было чистое поле, и чтобы не было рядом нигде каких-то следов. То есть мы прям перфекционисты в этом плане до ужаса. И я отморозила себе ноги после этой пробежки. У меня были такие волдыри на пальцах. Недели 2 я передвигалась с трудом. Самое смешное это было объяснить врачам, почему у меня волдыри на ногах, потому что они смотрели на меня вот такими глазищами и думали: девушка, вы что, с ума сошли? Я вот ради фотографии решила пробежать по мартовскому снегу. Зачем? Зачем вы калечите свое здоровье? Но после этого у нас было очень много обморожений. И носы, я уже это не считаю, щеки, лбы. Но вот в Авена-Батантае мы преодолели 200 километров на снегоходе. И мне до сих пор холодно вспоминать те ощущения, потому что ноги у меня отходили, я вот не вру, месяц. До такой степени они у меня промерзли. Ну, вот просто непередаваемые ощущения. Они болели по вечерам, вот так вот покалывали. Я их не ощущала. Они слегка припухли, это не было сильное обморожение, но тем не менее, вот то, что такая большая, ну, большая часть ноги, видимо, припухшая была, было неприятно, да. Но сейчас это только воспоминания, хочется уже, видимо, новых обморожений, раз мы снова продолжаем ездить. А что страшнее, на ваш взгляд, якутская жара или якутский холод? Конечно, вот сейчас я могу сказать, что все-таки, наверное, якутская жара. Не потому что якутская жара, а потому что комары. Это просто... Они кусаются сильнее мороза для меня. Мы снимали один сезон летом, это был мистический сезон, мы снимали в Вилюйске. Я до сих пор помню эту черную стаю мошки, которая вот меня всю искусала. Ради программы, естественно, должна была выглядеть красиво, туристически. У меня было милое платьишко. И я вот в кадре стою такая вся прямая, готовая к тому, чтобы говорить стендап, а после этого, как выключается камера, я начинаю резко обмахиваться, потому что они вот просто налетают на тебя и съедают заживо. И мы потом снимали и в тайге, и ходили в поход, и ночевали, и, в общем, комары и мошка везде были. И это вот для меня намного сложнее, чем вот привыкнуть к тому, что тебе холодно до сих пор. А не хотелось ли вам готовить большие документальные проекты? Хотелось бы. На самом деле, когда ты ездишь в район, ты понимаешь, что один раз побывав там, ты летом, допустим, ты можешь побывать там зимой, и это будет абсолютно другая программа, это будут абсолютно другие приключения, это будут абсолютно другие легенды, потому что районы тоже большие. И, в принципе, мы не можем в одной программе уместить и рассказать обо всем. Иногда, ну, просто по жанру у нас более такая развлекательная, да, мы не можем какие-то сложные, совсем сложные, да, исторические моменты поднимать. А это важно, и вот на самом деле я бы хотела в перспективе делать что-то такое документальное, рассказывающее о Якутии. И в первую очередь мне бы хотелось, чтобы наши программы увидел российский зритель и за рубежом, потому что, ну, действительно интересная у нас и история, и культура, и самое главное, богатая природа. А что самое приятное в работе? Возвращаться домой. После вот всех этих обморожений, когда ты возвращаешься в Якутск, у тебя уже горят глаза, потому что ты отснял, ты уже знаешь материал, тебе уже хочется быстрее написать новый сценарий, потому что перед каждым путешествием я пишу сценарий. Тебе хочется приступить к монтажу, тебе хочется все разложить по полочкам, чтобы получился итоговый результат. И снова начать планировать новую командировку.
Закончится ли отмороженное, когда закончатся районы? Нет, конечно. Закончится ли районы, интересно, потому что мы уже 3 года снимаем. Конечно, нет, в планах мы бы хотели выйти на Дальний Восток, потому что Дальний Восток, это очень интересно. Владивосток, Биробиджан, Камчатка, наши города дальневосточные, они удивительные. Очень бы хотелось нашему якутскому зрителю показать и их, потому что мы привыкли ездить, в Благовещенск, Владивосток, да, Москва, Петербург, а вот другие города, которые находятся на Дальнем Востоке, все-таки это для нас, с одной стороны, дорого, но с другой стороны, мы не совсем как будто знаем, да, что там делать, сможем ли мы с нашими финансами что-то там посмотреть. Поэтому я бы хотела сделать такие программы, чтобы рассказать, что у нас Дальний Восток очень интересный. И вообще в перспективе хотелось бы там уже про Канаду рассказать, про Исландию, много-много других стран объездить. Катя, спасибо, что ответили на наши вопросы. Новых вам приключений. Я напомню, что это было актуальное интервью, а говорили мы с ведущей туристической программы «Отмороженное» Катей Карпухиной. Оставайтесь с нами.